Данный проект предусматривает внедрение по всей республике контрольно-кассовых аппаратов. С их помощью через специальное фискальное устройство информация об обороте денежных средств будет поступать напрямую в базу Министерства по налогам и сборам. Данный проект он практически готов к принятию. Прежде всего, основная цель – это учет денежных оборотов. Да? То есть это один из важнейших шагов в части достижения вот такой экономической прозрачности в вопросах налогообложения. На первом этапе будут охвачены только самые крупные торговые объекты. Таких в Сухуми около 1000, а по всей республике порядка 700. В среднем стоимость одного контрольно-кассового аппарата составляет от 6 до 15 тысяч рублей. Проект будет профинансирован по программе государственного и частного партнерства. Половину расходов покроет государство, а другую – предприниматели. На первом этапе планируют установить около 500 аппаратов. Мы будем предлагать приобретать эти кассовые аппараты также не обязательно у нас, здесь внутри в Абхазии. Но там есть один нюанс, что под протокол передачи данных именно под нас эти производители будут делать эти кассовые машины. И если именно тот нужный аппарат сможет человек приобрести за границей, он без проблем может привезти его сюда, здесь его свидетельствуют и установят. Постановление об обязательном применении контрольно-кассовых машин было принято Кабинетом министров еще в 2002 году. Однако оно устарело и не соответствует реалиям сегодняшнего дня. В чем, собственно, разница между ККМ онлайн и теми старыми ККМ, которые были до введения вот этих ККМ онлайн? Дело в том, что в старых ККМ был такой принцип, что вся информация о расчетах хранилась в самой кассовой машине, в фискальной памяти. То есть она могла поддаваться корректировке, да, эти данные не систематизировались фактически налоговыми органами, то есть чтобы эти данные получить, надо было прийти на объект, задать какой-то отчет в кассовой машине, распечатать определенный отчет, то есть это все было не в электронном виде, то есть все на бумаге. Со временем, естественно, данная модель работы, она как бы устарела, и поэтому во всех странах перешли на ККМ онлайн. Практически это уже реализовано во всех странах. Всего на данный проект планируют потратить порядка 20 миллионов рублей. В настоящее время он представлен на рассмотрение Кабинета министров Абхазии. Гугу Цавардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.